Реконструкция Дома культуры села Айкино пройдет в 2 этапа. Об этом во время прямой линии сообщила руководитель администрации Усть-Цюмского района Галина Плецер. На работы понадобится 125 миллионов рублей. Сумма для муниципалитета неподъемная. В районе надеются на поддержку Министерства культуры региона, чтобы начать работы уже в следующем году. Делаем все. Меняем практически все внутри. Это все инженерные сети коммуникации, капитальный ремонт крыши, отделочные работы. Ну и самые главные и важные работы, которые как раз они требуются, чтобы здание стояло еще долго-долго, это дренажная система. Там с подвалом у нас как раз были проблемы, поэтому полный цикл работ. Галина Плецер рассказала ей о состоянии Жишардского фанерного комбината. Из-за санкций он находится в непростой ситуации. 2 недели в начале июня комбинат частично простаивал из-за отсутствия заказов. Сейчас он продолжает работу. Однако есть вопросы местного населения к выбросам с комбината. Жалобы фиксируют в соцсетях специалисты Центра управления регионом. Галина Плецер заверила, что руководство комбината не отказывается от планов по модернизации и по закупке оборудования для мониторинга окружающей среды. Комбинатом заключен договор, уже закуплено оборудование. Это экологический стационарный пост, который будет в середине июля, ожидаем мы, будет уже установлен. И он как раз будет измерять состояние воздуха в поселке. И тогда, конечно же, мы уже будем видеть реальную картину, что там происходит. На Жишардском фанерном комбинате трудятся около 2000 человек. По словам Галины Плецер, это основной налогоплательщик и социальный партнер как для Жишарда, так и для всего Усть-Цюмского района.